Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. В этом году мы отмечаем столетие ТАССР. Каким же этот день запомнился в истории? Пожалуй, запомнится он словами Маяковского. «С Казанием встает Казань, столица Красной Татарии». 20 января 1927 года поэт выступил в Казани, в здании, где сейчас Тинчуринский театр. Студентов было так много, что Маяковскому едва удалось пробиться в зал. И 21 января он специально встретился со студенческой молодежью и побывал в редакции газеты «Красная Татария». А мы вернемся в наше время. И вот что в центре событий сегодня. Чемпионы вернулись домой с победой. Очень тяжело достается, но и тяжело действительно держать его. Как встречали команду КамАЗ-Мастер сегодня в Татарстане, расскажет Слава Мухаммадуллин. Итоги инвестиций. Мы уж выделили просто 3 компании, планов больше. Кто и как вкладывается в республику, узнал Дмитрий Аренин. Горячая проблема. Сейчас там подъезда нету, там все перекрыто. Почему в Казани участилось количество пожаров, расскажет Рамиль Галиуллин. Как бы не было зимы. Скидки сейчас до 70%. Как теплая погода в республике отразилась на продажах товаров, услугах и развлечениях, узнавал Рамиль Шайдуллин. Больше 2000 прихожан и великое таинство, которое не стоит превращать в шоу. А если под рюмочку и шоу, то это плохая традиция. Смогла ли теплая погода изменить планы на крещенское купание и как в Раевском монастыре встретили великий праздник, увидел Сергей Хайдаров. Чемпионы вернулись домой. Сегодня в аэропорту Бегишева встречали победителей и призеров Дакара, команду КамАЗ-Мастер. Напомним, татарстанские гонщики стали 17-кратными обладателями бедуина, главного приза международного ралли-марафона. Как встречали покорителей пустыни, дюн и пыли на родине, расскажет Салават Мухаммадуллин. Встречайте! Легендарная команда! В руках уже по традиции бедуины. С победой домой команда КамАЗ-Мастер приезжает в 17-й раз. В аэропорту встречают родственники, болельщики и мэры в победной форме. У родителей слов нет, одни эмоции. Вообще рад, что наша команда КамАЗ-Мастер выиграла Кубок мира, чемпионат мира. Мы сильнее всех в мире. На лицах у победителей улыбка, но в глазах усталость. Но объятия и поцелуи от друзей, вскрики «папа» и цветы как лучшая награда для спортсменов. Тем более, когда в руках главный приз. Очень тяжело достается, но и тяжело действительно держать его. Нужно сохранить и скорость максимальную, и не повредить шины. И тот, кто найдет вот этот баланс, тут, наверное, и побеждал. Но не всегда это удавалось, конечно. Мы тоже протыкали колеса, останавливались, меняли их, теряли время на этом. Но, тем не менее, мы лучше справились с этой задачей. Встретить, сделать фотографию и спросить совета у профессионалов приехали и юниоры КамАЗ-Мастер. Хочу попасть на Дакар. Нравятся дюны, скорость. Поздравляли сегодня всех членов команды, потому что проигравших здесь нет. Как спортсмены, конечно, мы ставили высшие результаты. Да, где-то меньше повезло, где-то что-то не сложилось, но ехали за первым местом. Но в первую очередь, конечно же, это команда. Победа – это заслуга и самих гонщиков, и штурманов, и механиков, конструкторов, инженеров и всего завода. Участие всех вас, челнинцев, камазовцев, татарстанцев в подготовке команды и дает нам ответственности и каких-то неведомых сил. Гонка в этом году была сложной. Дакар 2020 впервые проходил в Саудовской Аравии. Камни, дюны, пыль и новая трасса. Экипаж Эдуарда Николаева сошел с дистанции из-за технических проблем. Но это не сломило команду. В итоге первое и второе места. Мы понимаем, что слова нашего президента Владимира Владимировича Путина были... То есть заводская команда по факту является сборной нашей страны. И эта сборная останавливаться не собирается. Немного отдыха и впереди подготовка уже к ралли «Шелковый путь». Салават Мухаммадуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Тукаевский район.
Сегодня Рустам Минниханов прибыл в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме. Президент Татарстана будет единственным руководителем субъекта в делегации от России. В рамках рабочего визита он примет участие в работе нескольких секций, среди которых формирование будущего потребления, будущее цифровой экономики и финансовые и дорожные карты для устойчивого развития. Также проведет несколько переговоров с руководством крупных компаний, среди них финансово-промышленный конгломерат Турции Сабаджи Холдинг. Они обсудят вопрос открытия в Татарстане одной из компаний и участие в развитии инфраструктуры Иннополиса. Татарстан в очередной раз вошел в топ-5 российских регионов, куда больше всего вкладывают денег. В 2019 году в республику инвестировали 640 миллиардов рублей. Такие данные сегодня привели на коллегии Агентства инвестиционного развития. Какие города и районы в лидерах и где еще не раскрытый потенциал, узнавал Дмитрий Аринин. Как видно из презентации, лучше всего дела с инвестициями в особой экономической зоне Лабуга. В минувшем году в нее вложили 16 миллиардов рублей. По другому важному показателю, новым рабочим местам в лидерах Зеленодольской территории опережающего развития создано 6409 новых рабочих мест. Идет активное строительство, в конце года планируем вводить в эксплуатацию. Показатели сегодня представили Алексею Песошину. Как отмечает руководство Зеленодольского района, эффект от вложений уже виден. Напомним, международные компании решили открыть в Татарстане свои логистические центры. Мы уже сейчас видим оживление, то есть уже появились новые рабочие места. Сама стройка – это хороший локомотив, она уже подтягивает наши строительные организации, поставщиков оборудования, материалов, транспорт и так далее, так далее. Всего в минувшем году в Татарстан вложили 640 миллиардов рублей. Пришли инвестиции из 28 стран. В российском рейтинге самых финансово привлекательных регионов наша республика в очередной раз вошла в 5 лидеров. Мало только завоевать передовые позиции, нужно их сохранять. Я уверен, что потенциал особых экономических зон ТАСЭР, промплощадок позволяет нам выполнить эту задачу. Необходимо усилить работу по привлечению новых резидентов на эти площадки. Данная задача приобретает еще большую актуальность в связи с реализацией национальных проектов. Инвестиции должны способствовать продвижению конкурентной продукции, появлению новых рабочих мест. В минувшем году в Татарстане начали работу более 1000 новых компаний. Иностранный капитал увеличил свое присутствие в 4 раза. Еще одна задача, особенно для местных властей, активнее инициировать частно-государственное партнерство. В 2020 году предстоит решение целого ряда сложных задач. Алабуга, как самая успешная экономическая зона Российской Федерации, будет управлять 3 новыми инвестиционными площадками в других регионах Российской Федерации. Как подтверждают инвесторы, татарстанское умение заботиться о бизнесе действительно будет полезно. Мы можем с уверенностью констатировать, что инвестиционный климат, созданный в республике, не имеет аналогов ни в одном из российских регионов. Полагаем, что данный бесценный опыт и внимательный подход к работе с инвесторами следует принять другим российским регионам. Помочь с инвестициями признаны изменения на российском уровне. В своем послании Владимир Путин обозначил: необходимо запустить новый инвестиционный цикл. Регионы, что помогают бизнесу, ждут преференций, а налоговые условия в течение ближайших лет меняться не должны. Так же, как следует из национальных проектов, инвестиции в год должны прирастать как минимум на 5%. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Почти 50 тысяч преступлений за год с ростом на 14%. Подводили итоги работы сегодня на заседании коллегии прокуратуры. Участие в нем принял заместитель генпрокурора страны Сергей Зайцев. Рост преступности зафиксирован в 31 районе Татарстана. В черном списке Челны, Казанский авиастроительный район, Муслюмово, Сарманово и Черемшан. Вместе с тем падает раскрываемость дел. Задача для надзорного органа – обратить внимание на состояние дел в ЖКХ, разобраться с претензиями по капремонту и проконтролировать ход реализации национальных проектов. Прокуратура республики потребовала закрыть доступ на крышу, с которой чуть не упала девушка в Челнах. Ведомство провело проверку после опубликованного в соцсетях видео. Вот кадры рискованных танцев челнинки на краю крыши. На них видно, как она поскользнулась и едва не полетела вниз с высоты 17-этажного дома. Видео девушка сама выложила в соцсети и даже подписала: «Я немного мазохистка». На крышу она поднялась вместе с подругой, которая и сняла эти танцы. В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что девушки проникли на крышу многоквартирного дома, получив ключ от неустановленного лица. Между тем, доступ посторонних лиц на крышу здания запрещен жилищным законодательством.
В связи с этим надзорное ведомство внесло в адрес управляющей компании «Дом и Ко» представление, обязав устранить нарушение закона. Напомним, прокуратура уже наказала Челнинский УК за открытые чердаки после смертельных случаев. Так, в июле 2017 года в Автограде с крыши девятиэтажки во время игры сорвалась девочка, а летом 2018-го еще одна школьница упала с долгостроя. Оба ребенка скончались. 34 человека погибли, больше 100 пострадали. В Казани возросло количество пожаров. Об этом сегодня рассказали на совещании в мэрии. Больше горят жилые дома, причем в поселках. И этому есть объяснение. Какое, узнал Рамиль Галиуллин. Поселок Старый Аракчино находится прямо на берегу Волги. Пожарных гидрантов здесь никогда не было, и в случае ЧП спасатели брали воду прямо из реки. Но сейчас вся береговая линия застроена. Здесь появились яхт-клуб и частные дома, поэтому доступа к воде попросту нет. Была дорога почти до островов, и там набирали воду. По словам председателя ТОС, берег начали активно застраивать 8 лет назад. В случае ЧП приходится вызывать дополнительные пожарные расчеты. Последний крупный пожар здесь был в 2017 году, когда горел храм всех религий. Вызывали юдинские, приезжали. Юдинская пожарная машина. Нам сказали, денег пока нету. Отсутствие или неисправность гидрантов, перекрытые подъездные пути и нет системы оповещения. Требованиям пожарной безопасности не соответствует большинство казанских поселков. Как рассказали сегодня в мэрии, в зоне риска не только частный сектор, но и многоквартирные дома. Тревожит увеличение числа пожаров по городу. С одной стороны, ранее в общей статистике не учитывалось горение сухой травы и твердых отходов. Но и за вычетом такого рода пожаров число возгораний в жилом секторе возросло. В прошлом году в Казани произошло 788 пожаров. Погибли 34 человека. Это на 7 больше, чем в 2018-м. Причины трагедий самые разные. От неосторожного обращения до неисправной техники. Кстати, за минувшие новогодние каникулы одно возгорание произошло из-за фейерверков. К следующему Новому году мэрия планирует ограничить продажу салютов. Мы с ужасом наблюдали запуск пиротехники. У нас в Казани в этом году пострадало 6 человек. Основоположники китайцы у себя не разрешают продажу пиротехники, а почему-то нам дают. Поэтому это требует отработки этого вопроса. Чтобы было безопасно не только на улице, но и в доме, в МЧС напоминают жителям о пожарных извещателях. В прошлом году они помогли спасти 132 человека. Рамиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Январские букеты и 70% скидки. Аномально теплая зима в республике привела к массовому сбою. Намного раньше просыпается природа. Зацвели мимозы. И намного больше потерь несут магазины лыж, сноубордов, шуб и валенок. Их продали в 1,5, то и в 2 раза меньше, чем в прошлом году. О том, как зима поменяла все планы, расскажет Рамиль Шайдуллин. Вместо накатанной лыжни бугристая проталина. Несмотря на это, семья Регины Ахуновой по старинке пытается провести полноценный лыжный забег, что этой зимой почти нереально. Зимой мы ждем снега, лыж, санок, ледянок. Самыми ходовыми товарами прошлого года были горные лыжи. Полноценной зимы так и не дождались и продавцы спорттоваров. Вместо ожидаемого ажиотажа у них время распродаж. Иначе лыжи, снегоступы, костюмы и доски так и останутся пылиться. Сейчас делаем большие скидки, практически продаем по закупочной цене. Ни одной свободной ячейки в отделе сноубордов. Но если в прошлом году такое случалось, когда был новый привоз, то в этом году такая картина круглую зиму не из-за частых поставок, а из-за редких покупок. Не лучше дела и в магазинах шуб. Если раньше люди потоком шли к ним вплоть до марта, то в этом году продажи упали еще в декабре. 1,5 раза. Выходим как-то из положения. У нас хорошие скидки сейчас до 70%. Как и в магазинах валенок, зимняя обувь так и не дождалась зимы. Если также сезон так и не наступит в холодное время, то где-то 35-40%, наверное, снижение. И несмотря на то, что на дворе январь, уже цветет. Внезапно для всех проснулась природа. Уже в декабре в ботанических садах начали цвести мимозы. Те самые, что обычно дарят на 8 марта. Такими темпами у нас у самих уже просто не останется мимозы, и букет мы сформировать не сможем. Аномальные декабрь и январь уже прозвали еврозимой. Продолжает удивлять и народное творчество. Некогда переполненные городские катки сегодня полны разве что воды. Это все связано скорее с погодой, так что это закономерность. Очень огорчены погодой, но и том, что каток не работает.
Причем минус ушел в плюс во всей республике. Вот и фермер Мударис Сиразиев ощутил это в полной мере. Он так и не рискнул забить своих бычков. Все морозильные лари полные, а больше мяса хранить негде. Раньше ведь ляжками висели до весны, до марта, а сейчас сразу рубим. Что-то похожее на настоящую русскую зиму синоптики прогнозируют разве что в феврале. Пока же еврозима не идет на уступки. И только продавцы повышают скидки. Рамиль Шайдуллин, Ленар Гинатуллин, Чулпан Касимова, Игорь Романов, Ринат Савин, Данил Филатов, Александр Лобанов. ТНВ. Казань. А я напомню, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами наших выпусков. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Больше 2000 прихожан и великое таинство, которое не стоит превращать в шоу. А если под рюмочку и шоу, то это плохая традиция. Смогла ли теплая погода изменить планы на крещенское купание и как в Раевском монастыре встретили великий праздник, увидел Сергей Хайдаров. Утиная перепись бьет рекорды. 200 уток это точно, да, которые вот здесь у нас остались на протоке Булак. Акция «Серая шейка» прошла по всей России. Вместе с казанцами пернатых посчитала и Наталья Мезина. Этот день вошел в историю ТССР еще и как день рождения первого президента Татарстана. Сегодня поздравления принимает государственный советник республики Ментимир Шаймиев. Ему исполнилось 83 года. Пожалуй, его вклад в развитие как ТССР, так и новой истории Татарстана сложно переоценить. Патриарх российской политики, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством. Ментимир Шарипович всю свою жизнь посвятил родной республике. И сегодня одним из первых его поздравил Рустам Минниханов на своей странице в соцсети. Видеоролик под стихотворение на русском и татарском языках иллюстрирует вклад Ментимира Шариповича в развитие Татарстана. В том числе объекты, которые стали известны всему миру благодаря работе Фонда Возрождения и его попечителей. Аның ихтияры көче белән торгызыла уртак йортыбыз, газиз халкы күңленнән чыккан сәнгатебез, нурлы моңыбыз. Булдырабыз дигән шигар белән якты көннәр әле күп килер. Баш иябез сиңа халык улы, Шәрип улы, безнең Ментимер. К поздравлениям уже присоединились тысячи пользователей по всему миру. В комментариях они оставляют Ментимиру Шариповичу свои искренние пожелания. Коллектив телерадиокомпании от всей души желает ему крепкого здоровья, неизменной жизненной мудрости и политического долголетия. Кем хотел стать сам Ментимир Шарипович и кто навсегда предопределил его судьбу? Читайте об этом в материале интернет-газеты «Реальное время». Фотомарафон «Столетие ТССР». Сумма поддержки студентов выросла на 1500 рублей. Президент Татарстана подписал указ, который вносит изменения в документ о дополнительных мерах господдержки студентов. В нем прописано, что сумма выплат вырастет с 5500 до 7000 рублей. Получить налоговый вычет теперь можно будет за покупку любого лекарства. Главное – иметь на руках рецепт врача и чек. Об изменениях, которые коснутся Налогового кодекса России, сегодня рассказала депутат Госдумы Ольга Павлова. Поправки будут и в социальной части основного документа страны – Конституции. Так, в своем послании Владимир Путин предложил минимальный размер оплаты труда довести до прожиточного минимума. У нас есть закон, у нас есть поддержка, но то, что эти нормы будут внесены в действующую Конституцию, говорит об высокой социальной значимости и высоких гарантиях государства. Как сообщила Ольга Павлова, сейчас ведется работа по включению Казани в список городов трудовой доблести. Ранее президент России предложил присваивать такое звание всем городам страны, чьи жители внесли большой вклад в Великую Победу. Предложения смогут вносить в органы местного самоуправления граждане либо общественные объединения. Наша Казань 100% претендует на этот статус. Более 144 раз знамя, переходящее в Министерство обороны, было дано предприятиям
Казани. 600 наименований военной продукции было выпущено здесь. И еще на стадионах во время матчей разрешат продавать пиво. Как разъяснила Ольга Павлова, все средства от продажи направят на развитие детского спорта. Напомним, изменения внесены в 2 федеральных закона о производстве и об обороте этилового спирта, а также в закон о физической культуре и спорте России. Есть и ограничения: крепкость пенного напитка не должна превышать 5%. Тысячи паломников, сила веры и сила духа и полное погружение в историю. 19 января все православные отметили крещение Господне. По традиции Раифский монастырь встретил больше 2000 прихожан со всей России и даже стран зарубежья. Как обряд проходил в особых условиях теплой зимы, увидел и на себе попробовал Сергей Хайдаров. Они едут сюда со всей России, отстоять службу, исповедаться и пройти крестный путь. В Раифском монастыре в ночь крещения Господня тысячи верующих. Как второе рождение, наверное, да, это вот и в душе благодать. Не имеет значения, в какой стране мы находимся, мы всегда ищем, церковь, там монастырь, и святую воду мы набираем. В этом году крестный ход стартовал на час позже обычного, но верующие ждут. Для них это главный момент, так же, как и чудо святой воды. Православные верят, святая вода смоет все грехи. И вера здесь главная, говорит владыка. Господь посылает просимое и здоровье, и утешение, и молитву. Но а если под рюмочку и шоу, то это плохая традиция. Если кто-то говорит, что в одну реку 2 раза не войдешь, то в моем случае все абсолютно наоборот. И поверьте, если 1 раз окунулся, то хочется еще и еще. Тем более сегодня для этого идеальная погода. Поехали. Спасибо. В этом году купель в Раифе прорубили чуть ближе к берегу. Все из-за погоды. На берегу все контролируют полицейские и росгвардейцы. На льду верующие под присмотром спасателей. Здесь монастырь, и как бы осветил, я видел, как батюшка все это сделал, поэтому мне здесь хотелось искупаться. На душе легче стало? Конечно. Это очищение души и тела, и от всех болезней. Но бывало же, согласитесь, когда и поморознее было. 27 градусов лучше. Почему? Не знаю. После крещения вода становится святой ровно на 3 дня. Здесь, в монастыре, за чудотворной выстроилась длинная очередь. Православные верят, что в дни крещения даже дома из крана течет святая вода. Сергей Хайдаров, Александр Лобанов, ТНВ, Зеленодольский район. Уток по зиме считают в России. Началась ежегодная перепись водоплавающих птиц. Ее называют серая шейка. В Казани этой зимой остались порядка 30 видов пернатых. Сколько птиц состоит в браке и адреса их проживания, теперь знает и Наталья Мезина. Бинокль, фотоаппарат и блокнот. С таким набором профессиональные орнитологи и любители отправляются птиц посчитать. На 10 незамерзших водоемах Казани встречаются не только знакомые утки. Читала, там больше 100 разных видов, и там в основном были утки, кряквы и самое маленькое количество черков-свистунов. Переписи все абсолютно как у людей. Каждый волонтер должен указать пол утки, семейное положение и, конечно, место регистрации. Например, по Булаку сегодня дети насчитали более 300 пернатых. Акция «Серая шейка» 6-й год охватывает всю Россию. В Казани число уток за последние 5 лет выросло вдвое. А как дела с остальными зимующими птицами? Об этом мы спросили у горожан. Встречали синичек, воробьев. И дятел к нам прилетает на окно, сало клюет. Это все в лесу, на Лебяжьем, и дятлы, и снегири. Я вот родом из Пермского края, из Перми, у нас там много снегирей. Интересно, что я здесь не видел снегирей.
Малочисленность снегирей отмечают и специалисты. Аномальная зима этого года привела к тому, что в этом году даже в северных регионах России, Европейской России зима относительно мягкая. В результате многие вот такие вот зимнекочующие птицы в лице вот ягодников, снегирей, свиристелей в этом году к нам массовыми стаями не мигрировали. Аномальная теплота привела к тому, что птички ведут себя тоже по-весеннему. Трели синиц слышны почти каждый день. К зимующим лебедям на Нижнем Кабане присоединилась утка-лоток. А в черте города встречаются и вовсе экзотические виды птиц – черный дятел и сова неясыть. Наталья Мезина, Рамзиль Гарипов, Игорь Романов, ТНВ, Казань. На этом пока все. Далее подробнее о погоде на завтра. Всего вам доброго и до следующего выпуска. Высыпаемся мы или не очень? Торопимся или едем не спеша? Все мы с радостью приходим на наш завод. Ведь это не просто работа, это наша жизнь. При этом мы обычные люди. Ну, почти обычные. Казань-Оргсинтез. Наша главная ценность – люди. В автоцентре марка Nissan Qashqai от 1 миллиона 120 тысяч рублей. Зимняя резина и 100 тысяч на сервис в подарок. Звоните 4 пятерки 3 единицы. Вы еще не слышали? Ипотека от 1%. Квартиры Акбарс Девелопмент. Звони сейчас. Телефон в Казани 295 77 77. Лада Веста с автоматической трансмиссией за 440 рублей в день. Республиканский конкурс красоты «Мисс Татарстан 2020». Финал 24 января в КРК «Пирамида». Начало в 19:00. Подробности на сайте kassir.ru. Здравствуйте! В ближайшие несколько минут поговорим о погоде в республике, а в начале выпуска полезная информация. Хотите новый шкаф-купе? Качественно, в срок, да еще и со скидкой 20%. Звоните в Данил Мастер 2-167-166 или приходите. Казань, Восстание, 23. По данным сервиса Яндекс.Погода, в предстоящие сутки очередной циклонический вихрь принесет в Татарстан новую порцию теплого воздуха и снег, местами сильный. Для юго-востока 21 января будет пасмурным, слабоморозным и 2 градуса со знаком минус. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге также солнца не видать. Облачно, выпадет снег, местами метель и -1. На севере республики, Акрызе, Менделеевске, Актаныши синоптики обещают снег, метели и до 1 мороза. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси без осадков не обойдется 0 градусов. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Држаном температура плюсовая 1 градус. В центральных районах республики, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше выпадет снег, временами метель. Температура остается высокой для этого времени года. В среду во второй половине дня начнет холодать, но опять же ненадолго. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Orqa ham buonlar og'rituin Dr. Ostda bir qoidada davolamagan kebek davolaylar. Darularni, protezlarni hatto xirurg skalpelin olishtirilib etib, oqilli mashinalar og'rituni unutirga bo'lisha. Og'ru sindromi birinchi davolovdan yo'qqa chiqa. Og'rituga tuzmagiz. Dr. Ostga keligiz. Oshig'iz. Мечты сбываются. Своя квартира от 2,5 миллионов рублей. Жилой комплекс «Грин» от ЮЭТ. 5 минут до остановки Академия правосудия в Советском районе Казани. Звоните 233 0303. Жилой комплекс «Грин» от финского застройщика. 10 минут от проспекта Победы в Советском районе. Хорошая экология и чистый воздух. Квартиры от 2,5 миллионов. Звоните в ЮЭТ
233 03 03. В Казани будет облачно, пройдет снег, днем местами сильный. Ночью -1, а днем около 2 тепла. Ветер юго-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление ниже нормы 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха высокая. Магнитное поле неустойчивое. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.